Бисмилля. Всем ассаламу алейкум рахматуллаху баракату, на связи Абрек Нугай. В данном видеоролике я бы хотел с вами поговорить на тему папахи. К сожалению, в обществе сложился стереотип, якобы Ногаи эту папаху переняли у кавказских народов, а также некоторые невежественные люди утверждают, якобы Ногаи окавказились, забыли свою исконную культуру, традиции, обычаи, национальную одежду и начали полностью перенимать культуру чужих народов. На самом же деле, эта папаха, по-ногайски Ногайбырк или Бухарабырк, является исконным традиционным головным убором нагайцев. Нагайцы с древнейших времен, начиная от Румынии, заканчивая Западной Сибирью, носили эти головные уборы. На многих изображениях, гравюрах, старинных фотографиях можно увидеть мужчин нагайцев в папахах. На миниатюрах Крымского ханства, где изображены крымские ногаи и ногаи причерноморских орд, ногайских причерноморских орд Едисана, Едишкуля, Ембойлука, Буджака, Кубани, можно увидеть ногаев в папахах. О том, что ногаи носили папахи, в XIX веке еще описал Дюма, когда проезжал через Астрахань и Северный Кавказ. Если кто не знает, Дюма – это автор «Трех мушкетеров» и многих других произведений. Также головной убор этот папаху описал и Небольсин в своей работе про астраханских нагайцев. Нагайцы называют Ногайбырк, папаху Ногайбырк или Бухарабырк. Бухарабырк, по моим сведениям, насколько я знаю, связано с тем, что в XVI веке через Ногайскую Орду проходил Великий Шелковый путь, и Ногаи контролировали товары из Бухары и многих других городов Средней Азии, а также в XVI веке на территории Средней Азии, в Бухаре, в Самарканде и во многих других местах были ногайские караван-сараи, ногайские посольства. Ногаи вели активную торговлю с народами Средней Азии. Оттуда могло это название появиться. По многим источникам нам известно, что папаха произошла именно как у меня, каракулевая папаха, произошла от агузов. Это агузское изобретение. Нам известно, что агузы, достоверно известно, что агузы являются одними из главных предков ногаев. Печенеги сыграли значительную роль в ногайском этногенезе. Так что можно смело утверждать, что этот головной убор папаха Ногайбырк является исконно ногайским головным убором. С папахой. Папаха в жизни ногайца играла и до сих пор играет очень значительную роль. Это был символом чести, мужского достоинства. Появляться мужчине-нагайцу без папахи где-либо на общественных местах, на похоронах, на мероприятиях, концертах, праздниках или где-либо без папахи считалось постыдным, плохим тоном, дурным таким тоном. Особенно пожилым мужчинам, аксакалам без папахи появляться. Тем более снимать папаху с головы, тем более снимать папаху с головы для нагайца считалось неприемлемым. Это считался, если кто-либо с головы нагайца снимет папаху, это считалось оскорблением чести. Также папаха нашла свое отражение в нагайском фольклоре. По сведениям, по нагайскому эпосу, многие нагайские батыры, мурзы носили папахи. У нас очень много связанных с папахой пословиц, поговорок. Вот одна из них. Папаха не для красоты и не для тепла, папаха для чести. Как ни странно, даже не то, что странно, это как факт. Есть народ на северо-западе Узбекистана, который живет на северо-западе Узбекистана. Их название каракалпаки. Согласно историческим источникам, каракалпаки являются выходцами из Ногайской Орды, это алтульские нагайцы.
Так вот, их назвали каракалпаками, потому что народы Средней Азии, сарты, увидели нагайцев в черных колпаках, кара-калпак. Поэтому каракалпаки это нагайцы с черными папахами, с черными вот так вот. Также эту папаху носят башкиры, туркмены и очень много других народов. И кавказские народы. И есть источники, где указано, что папаха у кавказских народов, особенно у аварцев, именно вот эта папаха у аварцев называется Бухара, бухарская или нагайская папаха. Там в этой книге утверждается, я ее прикреплю, наверное, что она заимствована аварцами у нагайцев. Поэтому, ноғайлар, носите папахи, давайте возродим это бравое дело. Я считаю, что папаха в жизни нагайца должна играть, как и для наших предков, одну из ключевых. В жизни нагайца должна играть основную роль. Давайте вернем ношение папахи, потому что нашу папаху носили еще буквально недавно Кельдасов Бальбек Аджибайрамович, наш историк, знаток нагайской культуры, нагайских традиций, один из самых сильнейших нагайских историков, Кельдасов Бальбек Аджибайрамович, носил эту папаху. Поэтому я ему доверяю, и он наверняка знает лучше нас, что это именно нагайская папаха. Поэтому призываю нагайцев снова купить папаху и гордо, с достоинством ее носить, особенно старшее поколение. Эту тему про головные уборы можно будет разобрать более детально и в других роликах. Всем ассаламу алейкум рахматуллаху баракатуху.